Здравствуйте, дорогие ученики! С вами ваша учительница Талжан. И сегодняшнее видео мы посвятим теме настоящего времени. Только сегодня мы с вами узнаем, как можно образовать предложение отрицательное в настоящем времени. Для примера, если предложение звучит так: «Я играю в футбол», это будет утвердительное предложение. А если предложение будет «Я не играю в футбол», это уже будет отрицательное предложение. Итак, давайте узнаем, как это можно образовать на казахском языке. Мен ойнаймын. Это переводится «я играю». А как сказать «я не играю»? Мен, потом ойна, корень. После этого добавляем отрицательную частицу ма. Ма в русском языке переводится как «не». Я не играю. Только в отличие от русского языка, эта отрицательная частица ма находится внутри самого слова. После частицы ма мы добавляем и краткое суффикс, и потом личное окончание ман. И получается мен ойнамаймын. То есть точно так же вот сравните. Первое предложение было мен ойнаймын, утвердительное, а второе предложение мен ойнамаймын, отрицательное. Отличается чем? Правильно, только отрицательной частичкой ма. В русском языке я играю, я не играю. В русском языке отдельное слово «не» меняет предложение на отрицательное. Хорошо, переходим на второе лицо. Второе лицо мы строим аналогично. Для начала строим утвердительное предложение. Ты играешь. Сен ойнайсың. Теперь посмотрим, как образовать отрицательное предложение. Сен ойна. Потом что добавляем? Отрицательную чего? Правильно, отрицательную частичку. Сен ойнама. И остальную часть предложения берем и ставим на место. И получается сен ойнамайсың. Получилось вместо сен ойнайсың. Давайте посмотрим теперь вторую вежливую форму, точно по такой же схеме. Вы не играете. Обращение к взрослому человеку. Сіз, это будет вы. Теперь сперва играете, ойнайсыз. Отрицательное будет ойнамайсыз. И получилось сіз ойнамайсыз. И, наконец-то, третье лицо. Он не играет. Сперва он, ол. Потом не играет. Ойна. Отрицательная частичка ма. Суффикс и. Потом окончание третьего лица д. Получается ол ойнамайды. Если вы обратили внимание, везде есть у нас по два предложения. Сперва идет утвердительное, потом отрицательное. Для сравнения, чтобы было легче вам ориентироваться, в чем было изменение. То есть изменение только в том, что мы добавляем везде отрицательную частичку. На этом у нас урок не совсем завершился. Есть отрицательные частички. Также, кроме ма, есть у нас вот эти частички. Ма, ме, ба, бе, па, пе. То есть это зависит от того, слово твердое или мягкое. И также зависит от того, слово заканчивается на какую букву. На этом мы с вами завершили наш урок. Увидимся на следующем видео. До новых встреч!